Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. В Общественной палате обсудили давно назревшие вопросы в энергетической отрасли страны. Дорога на улице Ласурия много лет нуждалась в капитальном ремонте. К Новому году здесь уже был уложен асфальт. Союз художников Абхазии подвел итоги ежегодного конкурса. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов, а также представителями посольства России в Абхазии. На повестке совещания актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Центральное внимание глава государства уделил подготовке к предстоящим президентским выборам в Российской Федерации, которые пройдут 17 марта следующего года. В связи с этим Аслан Бжания дал поручение премьер-министру Александру Анкваб и руководителю администрации президента Бессалому Кварча подготовить все необходимые условия, чтобы граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, могли выразить свое волеизъявление. Данные мероприятия должны быть проведены во взаимодействии с посольством Российской Федерации в Абхазии. Президент в очередной раз подчеркнул значимость данного события и отметил, что народ Абхазии относится с большим уважением и симпатией к президенту России Владимиру Путину. Вопрос, который мы сегодня с вами обсудим, связан с предстоящими выборами президента Российской Федерации, которые пройдут 17 марта 2024 года. Нам необходимо к этому очень важному мероприятию подготовиться в полной мере с тем, чтобы охватить наибольшее количество избирателей на территории Абхазии. В связи с этим даю поручение премьер-министру, главе администрации президента подготовить все необходимые для этого шаги, взаимодействовать с посольством Российской Федерации в Абхазии. Это, еще раз подчеркиваю, очень значимое событие. Все знают, с какой симпатией и с каким уважением относится к президенту России на территории Абхазии. И мы должны создать условия, когда наши граждане выскажут свое волеизъявление. В Общественной палате обсудили проблемы энергетической отрасли страны. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Бессалом Кварча, депутаты парламента Беслан Халваш, Резо Зантария, глава администрации города Сухум Беслан Эшба, гендиректор Рубчерноморэнерго Тимур Джинжоли, экс-руководитель Рубчерноморэнерго Аслан Басария. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Тема энергетики на сегодняшний день одна из самых сложных и острых в республике, поэтому необходимо искать пути решения из сложившейся ситуации, отметили в начале встречи ее участники. Депутат Резо Зантария подчеркнул, что от Ингургэс Абхазия получает 40% электричества. Когда была достигнута эта договоренность, население Абхазии потребляло 700 миллионов киловатт-часов в год. И такой показатель был совсем небольшим для гидроэлектростанции. Тот самый кризис с точки зрения генерации начался, когда мы превысили, если говорить за основу 40%, 1 миллиард 700 миллионов киловатт-часов. Вот это вся история того времени 6, 7, 8 лет. Но кризис нарастал, время генерации приходил дефицит. Могли говорить о разных причинах, о причинах того, что не было воды на Ингурии, что там пришли майнеры, ну и так далее, и так далее. Тут сколько угодно можно говорить. Но своим существом, потреблением, увеличением генерирующих мощностей с точки зрения строительства новых объектов, добавления других генерирующих компаний и борьба с техническими потерями практически не велась, и она привела вот к такой сегодняшней ситуации. Это все практически я описывал еще в 2013 году и говорил, что если мы сегодня радикально не примем те меры, не увеличим тариф, а у нас тариф может быть самый дешевый в мире, но экономически обоснованный, потому что у нас условия те, которые сегодня есть. Мы практически бесплатно забирали на весь период времени 15-20 лет, до сегодня 30 лет. Берем электроэнергию бесплатно, считайте, это та самая инвестиция, которую можно инвестировать в нашу энергосистему. Было и сохранить ее в том виде, в котором она могла бы сегодня обеспечить наше хозяйство. Резо Зантария считает, что без реформ в энергетике и сложившейся ситуации в энергоотрасли не выйти. И главной целью должно стать строительство независимой энергосистемы со своей генерацией.
Такая цель и такая задача должна стоять как стратегия развития энергетики. Но сегодняшняя власть, она практически максимально решает то, что возможно. И я считаю, что кроме того, что из бюджета вытащить и купить электроэнергию или ограничивать подачу электроэнергии, у них других возможностей нет. Кардинально надо решить. Как это решить? Начинать именно трезво подходить, не политизируя историю, не политизируя энергетику, никакие его шаги. Необходимо сегодня рационально посмотреть и начать делать. Нам нужно строить собственную генерацию. Нам нужно строить собственную распредсети. Нам нужно сюда привлекать инвестиции. Без привлечения инвестиций не справимся. Никто не справится. Это иллюзии. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как вы можете нам... Я думаю, что здесь нас всех это интересует, и мы почему-то к этому пока до сих пор не пришли. Почему ваше предложение, вы считаете, оно более актуальное для Абхазии? Вот можно это вкратце, в 2 словах, нам, непрофессионалам, вот пояснить? Вот такой вопрос, если можно. Хорошо или плохо, да, это? Ну, это та мера, которая требует экономика. Это сегодня экономическая необходимость, целесообразность. Мы говорим, мы не имеем, и нам нужно. Но следующий вопрос возникает. А кто у нас есть? Кто-то нам предлагает инвестиции? Есть какие-то инвестиции, которые уже просчитали, которые привели к какому-то тарифу, о котором мы так говорим, что они будут большие, маленькие. Во всем мире, везде, даже в Абхазии, на хлеб устанавливает государство из расчета реальных затрат на производство. И то же самое будет. Есть уполномоченный орган, который должен быть заниматься непосредственно установлением тарифной политики, самого тарифа по каждому виду деятельности, участвующих в субъекте энергетики. Что касается, если быть коротко, это вот потому, что ни от каких инвестиций нельзя отказывать. Все надо рассматривать, все надо смотреть, обсуждать и смотреть, насколько они сегодня необходимы экономике. Для потребителя я хочу сказать, что не имеет значения, чей электрический ток сегодня приходит. Ему важно, чтобы он был надежный и соответствовал качеству. И цена была минимальная. Не имеет значения, он с частных генераций приходит, или с государственных, или откуда удобно. Лишь бы он был и работал по законам Республики Абхазия. Здесь опять же было сказано о том, что очень важно определить, когда проблемы в энергосистеме начались. Честно говоря, не знаю, почему это важно, но если речь идет о дефицитах электроэнергии, то действительно, как сказал Тимур Иванович, первые веяния у нас были в 2012 году. Мне кажется, это не важно, когда появились проблемы. И, скорее всего, нам нужно смотреть в будущее для того, чтобы понимать, как выйти из этой ситуации. Еще одна проблема для энергоотрасли страны – отсутствие энергосбыта, считает депутат. Генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия рассказал, что в этом году Абхазия потребила почти на 300 миллионов киловатт-часов меньше, чем в прошлом. Этому способствовала установка приборов учета и работа с населением. Тимур Джинджолия добавил, что почти 10 лет зарплата сотрудников Черноморэнерго не повышалась, поэтому начался отток специалистов из компании. Совсем недавно удалось поднять заработную плату на 50%. Энергетик отметил и непростую ситуацию с оплатой за электричество. Если в ситуации с юридическими лицами более или менее у нас сносная ситуация, то с физическими лицами по оплате катастрофическая. Люди зачастую, я вам скажу так, что вот в кассу, когда подойдешь к нам, в тот же СУЭС или в Черноморэнерго, в основном стоят у окна оплаты люди преклонного возраста, пенсионеры, самый слой малоимущий у нас. А люди, которые более состоятельные, больше потребляют, они считают правильным не платить за электроэнергию на сегодняшний день. С этим надо бороться. Изношенные электросети – одна из главных причин частых аварий. Мэр города Сухум Беслан Эшба рассказал о том, какие нужны средства, чтобы восстановить сети только в столице. Значит, выведена сумма, которая необходима для инвестирования, чтобы привести в соответствие. Я потом скажу, для чего это нам. Кроме того, что получать удовольствие, что хорошие сети, хорошее напряжение, я еще скажу, для чего это нужно нам и крайне необходимо. Порядка 900 миллионов рублей. 920 миллионов рублей. Приблизительно под миллиард. Заместитель министра экономики Тимур Микваби рассказал, что в прошлом году велась работа с Российским проектировочным институтом по разработке генеральной схемы газификации. Основной задачей этой работы было
заменить электроэнергию на другой источник, чтобы снизить нагрузки. Была утверждена генеральная схема газификации в настоящее время, учитывая, что речь идет о необходимости прокладки газопровода с территории Российской Федерации в республику. Возможно, это может подразумевать строительство газотурбинных электростанций для того, чтобы либо поддержать, либо заменить частично генерацию электроэнергии на Ингургэс. Все эти мероприятия подразумевают значительные объемы финансирования. Я не говорю специально слово «инвестиции», потому что речь не идет о том, что обязательно привлекать частного инвестора или это будут инвестиции государственные. Речь идет, в принципе, о значительных вложениях. Депутат парламента Беслан Халва считает, что тарифы на электроэнергию не должны быть одинаковыми для всех. Необходимо минимизировать финансовую нагрузку на обычных граждан. На мой взгляд, бизнесу надо продавать электроэнергию по экономически обоснованным ценам. Если у нас на сегодняшний день, если мы говорим о том, что в следующем году у нас будет 700-800 миллионов, где мы по 3,60 возьмем? Из каких средств? В бюджете нету таких денег. Где мы это возьмем? А бизнесу, мы в бизнес приходим, в ресторан приходим, где там тарелочка какого-то блюда уже там по 1000 рублей стоит. А кто будет оплачивать, кто будет датировать, купить по 4 рубля и продать бизнесу по 2 рубля? Где взять эти 2 рубля разницы? Не тем, кто в ресторан ходит, а куда ходят. Я имею в виду тот ресторан. Почему должен я ресторану оплачивать дотации давать? Понимаете? Все, кто могут такого рода решения принять, все здесь сидят. Да, мы должны подойти к тарифам. Тарифы мы должны знать. Владельцы, уважаемые, гостиниц, домов отдыха. Потихонечку надо как бы готовиться к тому, что мы говорим о привлечении инвестиций, да? Можно привлечь инвестора, это все восстановить, и он вернется к этим же тарифам. Несмотря на сложности, специалисты Черноморэнерго проводят ремонтные работы на объектах. Также было отмечено, что установленные приборы учета значительно помогают снизить нагрузки. От Ачамчиры до река Киласур полностью практически 100% расчистка сделана. Линия ПСО, я 220 имею в виду, и 110 две линии в параллели, которые шли. Также линия сама ПСО, это от подстанции БЗИП до границы, расчищена полностью. Идет активная расчистка линий по 110 киловольт, 35 киловольт. Вот. И, естественно, эксплуатационные какие-то идут замены, ремонты на местах, те неисправности, которые выявляются в процессе этой работы. Вот. Экономия за счет чего произошло, это 300 миллионов киловатт-часов на сегодняшний день. Я считаю, что это в первую очередь обратно же установка вот этих приборов учета, которые значительно, это показывает опыт, на той подстанции, куда мы пришли, установили приборы учета, 30, а то порой 35%, на 35% падает нагрузка. Около 3 часов шла встреча в Общественной палате. Были высказаны разные мнения по решению проблем в энергосистеме страны. Гугу Цавардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Отличный подарок Новому году. В Сухуме на улице Ласурья уложили асфальт. Ремонтные работы велись около 5 дней. Рады не только жители улицы, но и сотрудники АГТРК. Почему, расскажет Ульяна Рожкова. Дорога на улице Ласурья много лет нуждалась в капитальном ремонте. 30 лет с самого окончания войны дорога была разбита, и автомобилисты, как и пешеходы, испытывали большие неудобства. Страдали и местные жители, летом от пыли, зимой от огромных луж и грязи. Многие годы просьбы жильцов оставались без ответа. Как говорят сами жители, дорога была сложно проходимой, словно болото с лягушками. Дорога была ужасно разбита, после войны вообще здесь не делалось. Потом, когда нам проводили центральную воду, здесь перекопали. В общем, была ужасная, удручающая дорога. Не я, все мы соседи писали, показывали, в каком состоянии. У нас просто здесь болото, лягушки появлялись. Жители улицы очень обрадовались новой дороге, о которой мечтали последние 30 лет. Мы очень довольны. Это, как говорится, мечты сбываются, да?
Вот так у нас. Но хочу большое спасибо сказать, благодарность не только лично от себя тоже, и от всех наших соседей, которые проживают здесь. И я думаю, что даже которые проезжают здесь. Очень рады новой дороге и сотрудники абхазского телевидения. Теперь добираться до здания ГТРК намного проще и быстрее, особенно в часы пик, когда район турбазы загружен автомобилистами. Когда эту дорогу начали делать, мы когда это увидели все, очень сильно обрадовались, конечно, учитывая сегодняшние пробки в городе Сухум, учитывая нашу работу, мобильность, нужно быстрее нам получается объезжать все эти пробки в город, не заезжая на турбазу. Заказчиком данной работы является УКС. Укладка асфальта была проведена специалистами Абхазавтодора. Понятное дело, много таких дорог, но решением правительства было принято отремонтировать в этом году данную дорогу. И велись подготовительные работы по устройству основания, после чего уже приступили к укладке асфальтобетона. На данное мероприятие, значит, по устройству асфальтобетонного покрытия по улице Лассурия выделено порядка 6 миллионов рублей. Площадь участка составляет 2350 квадратных метров, толщиной 7 сантиметров. На сегодняшний день укладка асфальта полностью завершена. Жители и коллектив АГТРК очень довольны. Как отметили они, это лучший подарок к Новому году. Ульяна Рожкова, Тимур Лугохия, Абхазское телевидение. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя города Сухум. Возбуждено уголовное дело. К административной ответственности привлечен гражданин, грубо нарушивший правила дорожного движения и общественный порядок. Детали в оперативной съемке МВД. Следственным подразделением столичного управления внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении жителя города Сухум Панайотова Дмитрия Юрьевича, 1994 года рождения. Последний был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками первого отдела милиции УВД по городу Сухум. При личном досмотре гражданина Панайотова, проведенного в служебном порядке, обнаружена стеклянная банка с наркотическим средством марихуана. Как установлено в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД, масса изъятого вещества составила свыше 32 грамм, что является крупным размером. Расследование продолжается. Гражданину Панайотову определена мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде. Сотрудниками ГАИ отдела внутренних дел по Гудаутскому району установлен и доставлен в отдел милиции гражданин, грубо нарушивший правила дорожного движения, также общественный порядок. Водитель автотранспортного средства Малания Рустам Асланович, 2006 года рождения, по факту нарушения ПДД и порчи государственного имущества привлечен к административной ответственности. Автомобиль помещен на служебную стоянку Гудаутского РОВД. Отделом дознания УВД по Гагарскому району проводится доследственная проверка по факту получения взрывной травмы жительницы поселка Бзыпта, сообщает пресс-служба МВД. Опрошенные очевидцы происшествия, а также запрошенные результаты проверки легитимности реализуемых пиротехнических изделий. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел вечером 14 декабря. Пострадала правая кисть девушки. Медики диагностировали взрывную травму, травматическую ампутацию 4 пальцев. Благотворительный фонд «Первая инклюзивная молодежная организация» по проекту «Инватур» организовали для участников, подопечных и родителей очередную экскурсию. При сопровождении экипажа ДПС и медработников Галского района посетили достопримечательности Ткварчала, Святой водопад, смотровую площадку, заброшенный город Акармара, а также возложили цветы к памятнику героев Отечественной войны народа Абхазии. Затем, по приглашению главы администрации района Константина Пиля, участники экскурсии посетили культурно-развлекательное мероприятие с вручением подарков во второй школе. После мероприятия они также возложили цветы к памятнику героев Отечественной войны народа Абхазии в городе Гал.
Масштабное мероприятие, посвященное абхазским традициям и истории, прошло в средней школе номер 3 имени Воронова в Сухуме. В викторине приняли участие несколько столичных школ. Команды отвечали на 5 вопросов, связанных с традициями Абхазии. Школьники подготовили не только классические ответы на вопросы, но и настоящие театрализованные представления. Оценивали знания ребят члены жюри, среди которых директор Абигиарда Ашуба, Аза Шамба от Института педагогики и Дифа Габни, научный сотрудник Абиги. Как отметила педагог 3-й школы Инеза Тарба, викторина прошла активно, но ученики были вовлечены в процесс и показали хорошие знания. По итогам викторины 1-е место заняла 4-я школа, 2-е за 10-й горской школы, а 3-е у 6-й школы имени Комарова. В основном они отвечают на вопросы, какие празднования у нашего народа, какие культурные подходы, как мы это понимаем, как мы это прочли и как нам преподнесли учителя. И, естественно, исходя из книги Николы Хашик. Сегодня здесь очень четко, очень открыто, очень доступно, достойно проходят традиции, культуры по книге Николы Хашик. Там очень много детям можно рассказать, можно показать. Мы попытались показать им, какие праздники проходят, как они проходят, в каком районе, как проводят, в этом районе, в том районе, разницу вот этих наших культурных традиций. Это все очень объем большой, но мы стараемся, насколько это возможно, насколько можно это доступно донести нашим детям. Мы это все пытаемся и стараемся все время делать. Триптих «Натюрморт» Руслана Габля признан лучшей работой года. Союз художников Абхазии подвел итоги ежегодного конкурса. 2-е место присуждено скульптору Амирану Адлиба за картину «Стеснение души», посвященную памяти Сарии Лакоба. 3-е – художнице Диане Хинтба за картину «Набережная». Кроме того, художникам Илье Цвижба и Апще Хакба вручили грамоты от Министерства культуры. В этом году на конкурс были представлены около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, созданные в течение 2023 года. Посмотреть работы можно в Центральном выставочном зале Сухума до 28 декабря. 19 декабря православные христиане всего мира отмечают День памяти святого Николая Чудотворца. Во всех храмах проводятся торжественные богослужения. Святой Николай Чудотворец родился в 270 году в ликийском городке Патара, в то время греческой колонии. Еще при жизни святитель прославился многими чудесами, спас город мира от страшного голода своей горячей молитвой ко Христу. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. Отмечается, что святой Николай был участником Первого Вселенского собора в Никее в 325 году. Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине IV столетия. Первое время его мощи покоились в кафедральной церкви города Мир Ликийские, но в 1087 году часть мощей святого перенесли в итальянский город Бари, в церковь святого Стефана. В Гудауте в минувшие выходные прошел международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и СССР, кавалера орденов Ахцапша 2 и 3 степени Раша Хутаба. В турнире принимали участие более 100 спортсменов из Абхазии, Адыгеи, Дагестана и Сочи. Главный судья турнира – судья международной категории Вячеслав Багаев. Первый международный турнир по вольной борьбе на приз Раша Хутаба прошел спустя несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За прошедшие годы турнир стал поистине международным и собирает лучших молодых борцов со всего постсоветского пространства. Сколько мы знакомы с Раджем Хутапа, нормальные люди столько не живут. Это мой друг, это мой брат. А на ковре соперник, но не враг. Это одна встреча у нас была всего. За всю жизнь одна встреча на ковре была, выиграл у меня. Да, и поэтому он... Так он теперь в отместку мне это самое главным судьей ставит все время. Мы детей привозим с удовольствием всегда. И не просто приехали, плюс еще поддержать Раша Хабибовича, поддержать с его турниром. И на этих турнирах мы проверяем своих молодых ребят. Это как стартовая площадка для
отбора, для просматривать, чтобы на Россию, на первенство Южного федерального округа, на первенство России, чтобы ребята лучше еще боролись. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 20 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В горах слабый снег. Температура воздуха ночью 2,7, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.